День танкиста учрежден первым президентом Абхазии Владиславом Марцинба. 24 года назад, 14 августа 1992 года, у войск Госсовета Грузии был отбит первый танк. С этого и начался победный марш танковых войск Абхазии. Первые танки на Восточном фронте были... Самый первый был взят на Ану-Арху в Тамышах. Но он был не на ходу, он был подорванный. И после этого произошли тяжелые бои в Меркулах. Там было взято 3 танка и 1 БМПшка. Потом, когда были взяты танки, встал вопрос, кто будет на них. У нас не было ни одного танкиста вообще, кто мог управлять, и даже запустить двигатель не могли. Оказался Гурам Гергия, самый первый. Героизм был в том уже, что когда человек садился в танк, это танкисты знают, любая пехота, любая артиллерия всегда против танка только. И то есть было много охотников на нас. Первые в бою кого ликвидировали? Это танк, БМП. Легендарный 004 на этом постаменте не бутафория. Боевой танк был установлен в селе Яштхуа около 10 лет назад. Это теперь его чтят как мемориал, а ведь он участвовал в сентябрьском наступлении и был подбит вражеским снарядом вместе с экипажем. Боевые 100 грамм в память о погибших ребятах, воспоминания о первых днях войны и долгом пути к победе. Последние дни, когда мы уже взяли трассу, не было Потомушского боя. Мы там хорошие это получили, потому что практика есть практика. Против нас воевало, конечно, очень такие хорошие специалисты, по моим данным, которые были. Это Кутейский показательный танковый батальон. Все кадровые офицеры. Восточный фронт, что находились у меня танкисты, но им подчинили. Они все показали себя очень с хорошей стороны. Все воевали досконально. Танки выводили из строя, потому что, во-первых, у нас горючего не было, и снарядов не было. За-то из 4 танков, что у меня находился в подчинении, оставался только 1 танк. И это мой экипаж. Ну, в последнем бою мы имели 2 снаряда и литров 50 снарядов. И вот так вот дошли до конца. Потом уже, когда с Западным фронтом мы встретились, где Кудоры, конечно, нам дали все. Потом я сказал уже Фазил, я говорю, я могу так дойти, говорю, с таким странным, с таким обеспечением, куда до Тбилиси. И мы, конечно, дошли уже до Ингура. Все даты, связанные с войной, ветераны-танкисты начинают отмечать именно на этом памятном месте. Сюда они приходят не только в праздники, но и в обычные дни. Просто так, чтобы еще раз вспомнить и поговорить о тех тяжелых днях. В этот день венки и цветы танкисты возлагают и в парке Славы, у главного мемориала Победы. Нис Фаршба, Беслан Шхинджерия, Абхазское телевидение.